Значит, Тагир Афенде, вы грозились что-то Тукай почитать и других на татарском, чтобы татарам стыдно стало в Татарстане, который не знает родного языка. Человек живет, сколько вы уже где-то с 6 лет, что ли, живет? 64 года я уже 64 года в Якутии, да, с 9 лет, жизнь. да. Я не всю знал жизнь. изначально татарского. И знает Потому родной что я туда приехал, там никто же не говорит, не то что на татарском, там и на русском не говорили. Я попал прямо к якутам. В деревне, вот где одни якуты жили. Но и мне даже пришлось немножко переквалифицироваться, на их язык перейти. Они же А потом вы выучили, что ли, татарский или как-то? Ну, потом я забыл его, а вот благодаря маме дома, она постоянно говорила на татарском языке. И я на слуху все это понимал. И вы просто вспомнили эти как-то, да? вспомнил, да. Ну, а потом, когда пришло осознание того, что надо знать, я стал его уже самостоятельно изучать. Ну вот, сейчас татарин, который не знал татарского языка, это урняк, это значит пример всем татарам, которые не знают родного и боятся не знать. Человек живет в Якутии, в таком окружении, малочисленный, там рядом количество татар. Вот он нам, значит, классиков наших почитает, чтобы вам, зрители, которые Иван и рад с вами помощи, простите за прямоту, чтобы вам было уроком. Вот, пожалуйста. В рамках Года культурного наследия народов Российской Федерации я хочу прочитать стихотворение народного поэта Республики Татарстан Габдулла Тукая. Стихотворение называется «Тугана Вэлэн». Короткий абзац. Родное село. Да. Родная деревня. Тау башына салынгандыр безнен ауыл, бер чишма бар, якын безнен авылга ул. Авылыбызны яман су таман беләм, шунна күрә сиям җаным таным белән. Истан чыкмый монда минем күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сиргәннәрем, абай белән бергәләшеп, сокка белән йөртеп йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрәм, билгесиздер кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. А сейчас вот можете, у вас в Якутии кто-то, не знающий татарского, русские, там, якуты, они хотят знать, что же там у нашего классика сказал на русском теперь так, содержание. Давайте попробуем. Стоит деревня наша на горке не крутой, родник с водой студенной от нас подать рукой. Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком, люблю душой и телом я все в краю моем. О, замечательно. Так, теперь других тоже хотели вы, да? У нас есть время. Ну, Муса Джалиль. Давайте 7 Мы же в минут этом году есть. чествовали, значит, да. 116 лет со дня рождения, он же 15 февраля родом. Наш Оренбургский он, ага. Да, вот, Оренбургский, да, тем более. Ну, давайте я отрывочек небольшой прочитаю из его стихотворения «Мои песни». Отрывочек, абзац. Да. Жир иретти мине хыр яшәргә, һәм үләргә кыю ир булып, гомерем мине манлы бер җир иде, үлмәм дә яңгырар җир булып. Пел я весеннюю свежесть почуя, пел я, вступая за родину в бой, вот и последнюю песню пишу я, видя топор палача над собой. Песня меня научила свободе, песня борцом умереть не велит. Жизнь моя песня звенела в народе, смерть моя песня борьбы прозвучит. Афарин, как говорится. Да. Замечательно. Вот все-таки они, знаете, энергетика есть в них. Человек все-таки, знаете, вот Тамерманс там с ним, что ли, как там жил в камере, и он пытался, знал, что не будет, как обычно поэт пишет на бумажке, смял, выкинул, а тут у него маленький блокнотик, он должен все это уместить, сконцентрировать мысль, передать поколениям. Это чудо просто, 8-е чудо света, что и Аллах тоже наш смилостивился, дал возможность человеку донести до нас, обелить свое имя и прославить свой народ. Поэтому замечательно просто эти строки, даже у меня есть на казахском языке, Муса Джалиль, значит, там есть, да, и вот я читаю просто, вот, кстати, переводит, на украинском есть у меня Джалиль-то. Даже я вот недавно смотрел, я пошел поинтересовался, мы же в Якутии живем, есть, оказывается, перевод вот этого стихотворения, значит, на якутский язык. Я даже один абзац тоже выучил. Для приличия, думаю, когда надо... На якутском, пожалуйста, на якутском, если... Сейчас, да, погодите, сейчас надо вспомнить. Вспомните, а пока я скажу. Вот я сейчас Фолку хотел сказать, Луковцев фамилия, он директор издательства у вас там, сейчас может продолжать работать, Валерий Луковцев в Якутии, значит, вон в столице Якутии, он там, значит, является редактором издательства. Валер, если ты слышишь меня, привет тебе. Вот.
Вы что хотели на якутском, вспомните? Сейчас я отключу пока временно. Кого-то он вспоминает, будет вспоминать Я там флаг этот на якутском поднимал. Тука А это или вот этот Джалили, то товарищ, значит, который вот он скажет, Айдар. дни Татарстана проводили. Да. Они же были... Короче, приезжал президент Татарстана Рустам Нургалевич Минниханов, и там дни Татарстана проводили в Якутии, да? В Сабантуйме там приедем. Когда это было? Это было 25 июня. Вот этого года. Е-е. Замечательно просто. Замечательно у меня, поэтому если что, так у меня много этих там фотографий, которые сейчас я тебе найду. Вот. Тагир Афанда, я вам на вашем месте сказал, брать на якутском, братья якуты, я подзабыл, я буду тарабарщины нести на якутском, вы меня потом не осудите, татарин сейчас подумает, что я на якутском хорошо говорил это. И всё. Вылетим саас, герси бегетим, Аллаху кыргагасу джабын, керебын палач хаган, сидик сугатин, букариес ирабын суруебын. Ага, это какое стихотворение Тукай? Это отрывок вот из этого. Это он, то, что я вот прочитал на русском. Значит, это... Про деревню, да? Нет, это Муса Джалиль. Мусад Джалиль, они перевели, да? Да. Это жир и реттимine хыр яшарга. Вот то, что это, вот это на татарском. Пел я весеннюю песню, хочу. Вот. А теперь на якутском вот эта фраза-то. Вы еще какие языки знаете? На каких у нас можете что-то сказать? Не, ну я удивить? по-якутски-то стараюсь якутский сейчас изучить. Якутский можете что-то, якутскую песню спеть или что-то на якутском стихотворение прочитать другое? Сыграть могу. Сыграйте. Нет инструмента? Инструмента нет. Если будет И инструмент, с нет, удовольствием от сыграю. оленя рога нет, чтобы можно было, да? Вот это отрывок-то вот прочитаю, Ага. могу этого из стихотворения Мусы Джалиля отрывок. моей Давайте песни прочтите, на якутском нормально, языке. да. Да. Сначала можете сказать на русском это стихотворение, и мы будем сейчас сравнивать, вспоминать слова. То есть это и якутское, пожалуйста. Там записывается. 3 минуты осталось, да? Остановить? Останови-ка. Ага. Ну вот сейчас на якутском у нас, значит, 3 минуты осталось, 2,5. На якутском прочтет стихотворение. Давайте. Так, все. Стихотворение «Мои песни» Мусы Джалиля. Давайте. Отрывок я прочитал на татарском, на русском, а теперь хочу прочитать отрывок на якутском языке. Давайте. Ылыр итим саас игер сибикитим, Иры Аллах бу кыргыгасу джабын, Керебын палач хаган сигик сугеттин, Бу кариес ирабын суруябын. О, супер. Замечательно было. Вот. Этих татар зацепим. Ну там в тюбетейке не походишь по Якутии. Приходится, наверное, надевать что-то существенное. Нет, ну как, в смысле, почему? В тюбетейке можно ходить? Можно, Нужно да? ходить. Ходите же прям в тюбетейках там, да? Хожу я только один. А другие стесняются, к сожалению. Ну да. Но это, как сказать, это не есть хорошо. Я по Одессе гулял. И украинцы, русские, там, кто там евреи, кто там живут, все, никто слов не сказал. А брата родного, жена, зачем в тюбетейке, чё ты как дурачок, типа, знаешь. Я в тюбетейке рассекал по Одессе, гулял каждый год там. Спокойно, Татарстан, там флаг, все спокойно воспринимать. Так что вот, поэтому Якутия Надо тоже. ходить, что стесняться своей национальной одежды, пожалуйста. В тюбетейке тем более что-то. Я был там, допустим, они армяне там сидят, по-своему говорят. Я по-татарски по телефону громко разговариваю. Приезжаю, всегда проверяю регион на толерантность обычно вот так вот. Поэтому считаю, что очень важно для нас всегда хранить свое родное. Это, как сказать, от предков нам, голос предков, значит, все-таки язык нам это бесценное богатство, которое нам предки передали, и мы подло поступаем, то, что, значит, выбрасываем из сундука, туда кладем, значит, какие-то драгоценности, которые временный эффект имеют, а самое духовное богатство, которое предки передали, мы, конечно, лень, думаю, фигня не пригодится. А вот едешь на Кипр, я вот, осталось у меня 40 секунд, значит, на Кипр поехал и говорил по-татарски, меня понимали в 97 году. Вот. А вот к чему надо, я призываю, надо учить татарский, не зря он с 14 языков ЮНЕСКО считается один из более, не в количественном плане, а то, что в плане понимания люди поймут все это, поймут люди хорошо этот язык, поэтому он как промежуточный, замечательный. Когда без татар телебизне билмесек, без халык булып югалырбыз. Вот он билерге кирәк. Фах сүзләр. Да. Вот.
Хак сүзләр әйтәсез менә миндә. Да, если не будет языка, не будет народа, шулай әйтим. Әйе. Вот, Всё. поэтому язык это в первую очередь.